Доброго ранку, Україно! Ми вітаємо усіх, хто щойно приєднався до ефіру телеканалу АТР. Ми продовжуємо говорити про актуальне, про головне. І, власне, зараз, сьогодні у мене у гостях журналіст Антон Наумлюк. Антоне, доброго ранку. Здравствуйте. Дуже раді тебе вітати. Дякую, що ти до нас завітав. Власне, сьогодні відкриття виставки. Це фотовиставка твоїх робіт. Представлено 16 фотографій. Соціальна інсталяція, іграшковий пікет. Власне, що це таке? Будь ласка, тобі слово, розкажи. Вообще организация выставки и сама идея выставки – это не моя, это киевские правозащитники, которые захотели поговорить на темы, которые я начал своими текстами и фоторепортажами еще к Дню защиты детей. Я написал несколько текстов о том, что репрессии, которые проводятся в Крыму российскими властями и силовиками, касаются даже не только взрослых, о которых мы постоянно говорим, чьи имена мы постоянно слышим и говорим про них и на страницах СМИ, и на каких-то международных площадках, но и касается их семей и прежде всего маленьких детей, детство которых заканчивается с того момента, как к ним в дом вламываются десятки вооруженных человек, отца забирают, семья остается без кормильца. И вот с этого момента детства как такового у детей, которые наблюдали всю эту картину, конечно, нет. Я писал об этом, и в Киеве решили, что разговор должен быть больше, шире, и не только с точки зрения журналистики, но и с точки зрения вот такой какой-то культурной, просветительской, что ли, работы. Так возникла ідея вообще самої виставки. Тобто мова йде про це фотографії тих дітей, чиїх батьків ув'язнюють окупанти і, власне, які за цим всім спостерігають. Останні декілька затримань шокувало відео, коли вдерлися у будинок одного з підозрюваних у співпраці з організацією Хізбут Тахрір. Він має 12 дітей. 12 дітей. Навіть геть зовсім немовля, так, якщо мені не зраджує пам'ять. Там у кого-то есть 12 детей, у одного из последних задержанных. В Бахчисарае есть семьи, у которых 7 детей. Ну, то есть это же традиционные мусульманские семьи с большим количеством детей чаще всего. Это молодые родители, которые только-только вот создали семьи и расширяют их. И, конечно, таких детей на данный момент, только маленьких детей, накопилось уже 100 человек. Это те дети, которые находятся в том числе на обеспечении Безим Балалар, организации, которая как раз и занимается помощью детям, оставшимся без отцов, либо задержанным, либо уже осужденным, либо погибшим, как у Ришата Аметова, діти, либо це не обов'язково допомагає як саме? Тільки коштами? Я знаю, що збираються кошти, передаються таким чином, аби якось допомогти, але втім, ми маємо розуміти, що йдеться якраз про важкий психологічний стан, оскільки обшуки загалом, зазвичай, вони відбуваються зранку, тобто, звісно, їх ніхто не чекає. Діти це все бачать, вони постійно, і навіть дружини, і ми постійно це показуємо, що вони потім переказують, що діти питають, а куди тата повезли, і хто нам буде їжу приносити. Тобто, от з їх психологічним станом, хто допомагає справлятися? Ну, это не только, собственно, сам факт и момент ареста и обыска, это и постоянные походы в суды, это постоянные походы к СИЗО. Они пытаются увидеть своих отцов, которых они могут увидеть либо в коридоре суда, либо сейчас вообще никак, потому что суды почти все проходят в закрытом режиме, я имею в виду дело Хизбут Тахрир. Это, ну, вообще, по сути, рост в атмосфере постоянных мыслей о судах, о арестах, о СИЗО. Это, конечно, не может не откладывать отпечатка на детей. На самом деле, та же организация Безим Балалар занимается в том числе и психологической помощью. То есть я знаю, что детский психолог, специально ориентированный на работу с травмированными вот таким образом детьми, он с ними занимается. И, в общем-то, это даже не только национальная какая-то история, эта история гораздо шире. Есть дети, например, Олега Сенцова, которым тоже нужна периодически помощь, и которым тоже крымские татары помогают. Устраиваются праздники для детей, они их собирают всех вместе, организовывают для них театральные постановки, какие-то совместные застолья, для того, чтобы дети понимали и видели, и чувствовали, что они
они не брошены, не покинуты, не остались вот один на один с этим взрослым миром, который к ним ворвался в виде вооруженных людей, но у них есть поддержка в виде своих соотечественников, тех, кто их готов им помогать. Добре, ти працював з дітьми якого віку? От на твоїх світлинах це переважно хто? Скільки? Зовсім маленькі чи вже... Ну, там есть совсем малыши, которые вообще родились уже после арестов их отцов. То есть мамы были беременные, и вот уже после они родились. И вообще есть несколько человек, которые увидели своих детей только из-за вот решетки, когда к ним им принесли на суд показать родившихся младенцев. А есть совсем взрослые дети, о которых, кстати, вообще очень мало говорится и А ти з не ними упоминается. спілкувався, ти з ними говорив, що вони кажуть? Ну, тобто, взагалі оця вся ситуація, їх стан, я розумію, що це все важко, але ж вони також мають якось це коментувати, що вони думають? Ну, на самом деле, во-первых, они очень все быстро повзрослели. И назвать их детьми очень сложно. С таким мышлением, которое ну, ничем не отличается от вот, мышления родителей, которые столкнулись с российской реальностью и силовыми структурами, судебной системой. И они то же самое. Они переживают те же самые эмоции, те же самые мысли. Они также участвуют наравне со всеми в дуа, например. То есть проводят коллективные молитвы за судьбу своих отцов, вообще за судьбу политзаключенных, задержанных, преследуемых в Крыму. Они носят передачки, они приходят к судам. Ну, например, дети Мирусейна Куку. Они же вот во всем этом вращаются и живут этой же жизнью, которой живет их мама, которая каждую минуту помнит о том, что случилось, что произошло, и вся жизнь у нее ориентирована на поддержку своего мужа, который находится за решеткой, и помощь своим детям. Так и у них тоже жизнь, она вся сейчас подчинена тому же самому. К Бекиру Куку, сыну Эмира Хусейна Куку, приходили, это неоднократный случай, просто это очень такой яркий был, показательный, приходили агенты ФСБ в школу, пытались, по всей видимости, на него надавить для того, чтобы оказать давление на отца, который находится в СИЗО, может быть, для признания вины, может быть, еще для каких-то необходимых российским силовикам действий. И это тоже реальность, с которой дети постоянно сталкиваются, и этого невозможно избежать, поскольку они уже в этой круговерте репрессий оказались. Я чому попитала про більш дорослих дітей, тому що і ти кажеш про те, що вони живуть життям своїх матерів і оцими всіми судами, процесами, і також вони є частиною соціуму, тобто кримчан. Як до них ставляться оточення? Чи немає вже якихось штампів, знаєш, як під час Радянського Союзу, там дитина політв'язня, і це було ледь як не тавро? Нет, ну вот есть, например, Деливер Меметов, сын одного из фигурантов дела Хизбут Тахрир в Бахчисарае. Еще вот волны, которая была до последней, до тех арестов, которые произошли совсем недавно. Он координирует сейчас крымскую солидарность. То есть он студент с, наверное, я думаю, блестящим возможным будущим, которое могло бы у него сложиться в науке. Он поступил в аспирантуру. Сейчас он вынужден все это оставить, потому что он занимается семьей, он занимается делом своего отца и занимается крымской солидарностью. То есть фактически он вот возглавляет, координирует сейчас организацию помощи политзаключенным вообще всем. Есть Айше Умерова, которая оставила карьеру в Киеве журналистскую, вернулась в Крым и занимается только исключительно делом своего отца. Я не уверен, что вся команда адвокатов сделала для этого дела больше, чем она. И таких случаев масса. Есть дети, взрослые, не выросшие еще, но очень быстро повзрослевшие, взявшие судьбу своей семьи тоже в свои руки, ну, мальчишки прежде всего, и как-то отделить их от маленьких детей невозможно, поскольку их судьба теперь тоже переломана арестом их отца. А с другой стороны, это совсем уже взрослые личности, которые занимаются делами, которыми они не занимались, если бы Россия не пришла в Крым, если бы не было репрессий, с которыми столкнулись их семьи. Добре, а на твою думку, як думаєш, можна звідси, з материкової України, якось допомогти, окрім фінансової допомоги, перерахування грошей, наприклад, в організацію Безим Балалар?
Но Є если якісь честно, шляхи? как-то изменить ситуацию извне, ну, наверное, никак невозможно. Единственное, что можно делать, это добиваться с публичности, добиваться какой-то огласки, прежде всего на международных площадках, в Евросоюзе, в ООН, ОБСЕ и так далее. Это тоже не меняет ситуацию вот в корне, поскольку Россия вообще пытается сейчас, такое ощущение, выйти из международного правового поля и оставить себе возможности действовать по своему усмотрению. Но не стоит забывать о том, что такая огласка прежде всего помогает лично тем, кого арестовали и задержали. Минимум их хотя бы не будут пытать, минимум их хотя бы будут стараться содержать в каких-то приемлемых условиях, зная, что за ними наблюдают журналисты, дипломаты, политики, чиновники Евросоюза и так далее. Вот если такой резонанс и такое внимание к ним лично будет, это просто поможет им выживать в тех условиях, в которых они оказались. И это зачастую это очень важно даже вот для фізичного сохранения этих людей. Добре, стосовно планів виставки, вона буде лише у Києві, чи, можливо, ти плануєш ще десь показувати ці роботи? Ну, вообще-то я журналист, я вообще не планировал, и я обычно не планирую такие выставки, но они у меня постоянно проходят регулярно. Я на них смотрю как на возможность донесения информации еще более широкому кругу читателей, зрителей, не только читателей тех СМИ, с которыми я сотрудничаю, но и вот других любых граждан. Если кто-то заинтересуется, я думаю, что организаторы не будут против проведения таких выставок в других городах Украины, ну и не только Украины. На самом деле большое количество дипломатов и евродепутатов готовы лоббировать проведение таких выставок в их странах для того, чтобы доказывать в том числе чиновникам, которые смотрят на действия России в Крыму иначе, чем с точки зрения международного права, чтобы они убедились, что Россия это не просто там, я не знаю, хорошие дороги или мост через Керченский пролив, но это еще и огромное количество искалеченных судеб, которым останавливаться, на которых Россия еще не намерена. Пропоную ще поговорити більш детально саме про затриманих. Наразі от сьогодні розглядається 3 апеляції: Алімов Рефат, Білялов Мемет і Асанов Марлен. Так? Їх справи розглядаються у апеляції стосовно затримання. Як ти вважаєш, які прогнози, чого чекати від цих? Ну, чергова... Слушайте, ну эти дела возникают, и следствие ведется, и потом судебный процесс ведется не для того, чтобы найти настоящих террористов или там, найти какой-то экстремизм и наказать его. Мы же понимаем прекрасно, что эти дела ведутся совсем для других целей, поэтому все они носят политический характер. Почему мы называем их политзаключенными? Потому что если бы не было политического решения, не было бы этих судебных процессов. И говорить о каких-то перспективах в плане судебном или там, с точки зрения юридического какого-то прогноза, ну, на самом деле не актуально. Вот в Крыму и в большей части политических дел в России, которые проводятся, стоит говорить только о политических мотивах тех или иных решений. Одному там, Николаю Семене дает условный срок заключения просто для того, чтобы он замолчал и не мог заниматься журналистской деятельностью. По такому же абсолютно обвинению, с таким же уровнем фальсификации дела Умерову дают реальный срок заключения, потому что даже замолчав, он будет представлять угрозу для российских силовиков. Во всяком случае, они его так воспринимают. И здесь совсем другое решение. Оно не обосновано юридически, оно не обосновано ничем, кроме политической воли. Поэтому и во всех остальных процессах, к сожалению, и все это в Крыму понимают, и семьи, и те, кого задерживают, и адвокаты, перспективы, к сожалению, не определяются юридическим каким-то моментом, они определяются политикой. А политика такова, что никаких хороших результатов ждать пока не приходится.
Зокрема, на підтримку саме політичних в'язнів щомісяця у Москві та Санкт-Петербурзі проводяться одиночні пікети. Люди виходять з плакатами «Волю політв'язням», «Свободу Чийгозу», «Умєрову». Втім, чи відомо тобі, як, власне, самі росіяни реагують? Тому що вони стоять на людних вулицях, на проспектах, там ходять люди, їздять машини. Що тобі відомо? Як вони реагують? Последняя акция, которая проходила 18 числа, я как раз был в Москве и очень много работал и снимал и самих активистов, и как готовится эта акция, как она проходит, и реакцию прохожих. Есть редкая реакция людей, которые молча подходят, фотографируют. Надеюсь, что фотографируют для того, чтобы как-то распространить и выкладывать в соцсетях. Во всяком случае, это какая-то такая более благожелательная реакция. Но и, к сожалению, очень много реакций очень агрессивной. При том, что люди, очевидно, в Крыму не были, и все это воспринимается с помощью телевизора, который формирует параллельную реальность, в которой в Крыму все хорошо, туристы, природа, море, и, в общем, больше ничего негативного нет. И вот они, такие люди, готовы вплоть до физического насилия, применяясь к пикетчикам. Это было очевидно, заметно. В общем-то, сами активисты к таким вещам привыкли. Такі були, що... Угрозы были прям вот прямые, что вот сейчас развернусь и буду бить вас. А активисты к таким вещам привыкли. У них часто рвут плакаты, у них некоторые флаги, они зачастую говорят не только о судьбе политзаключенных, но и они поднимают вопрос вообще войн, которые ведет Россия и на Донбассе, и захват Крыма, и они пытаются акцентировать и на этом внимание, и выходят с крымско-татарским флагом, как украинскими флагами, то есть символом тех стран, где Россия развязала войну, Грузия. И флаги у них многие порваны, это реакция людей, вот они просто подходили, рвали флаги, пытались как-то их ударить. Это очень, конечно, такая печальная картина, когда ты понимаешь, что вот эта горстка, несколько десятков человек, которые пытаются какой-то голос разума включить у людей, а он не включается. И более того, агрессия, которая накопилась в обществе и с помощью пропаганды, и вообще с помощью психологических каких-то мер самооправдания, но людям же надо как-то оправдать, почему они поддерживают этот режим и такие действия России там, в Крыму, на Донбассе. И вот это все приводит к очень таким печальным, агрессивным очень реакциям. Зараз у нас на зв'язку є Тетяна Гузик, журналістка, вона кримчанка, і хочемо почути, власне, Тетяно, доброго дня. Доброго дня. Тетяно, скажіть, будь ласка, ваше ставлення до цих всіх затримань, зокрема, до ситуації з дітьми, тому що вже 100 дітей, навіть більше, вони лишилися без годувальників, без батьків. Ваше ставлення? Яке тут може бути ставлення, окрім того, що це визиває дуже великий сум, і це не може нікого радувати, тому що діти, які втратили живих батьків, це просто велике, як вам сказати, якщо можна, давайте буду по-русски. Як вам зручно? Это позор, это беда. Какими еще словами називати це? Як ви вважаєте, яким саме чином треба боротися з цим? Тобто, зрозуміло, що треба підтримувати, зрозуміло, що потрібно надавати всю можливу допомогу, але втім, говорити, вже скільки можна говорити, всі про це знають. Потрібен, на вашу думку, ви як людина, яка там існує в цьому соціумі, як ви вважаєте, що треба робити? Я не в тому соціумі, але я була менше тижня тому у Криму. І навіть я проїжджала мимо одного з пікетів десь в районі Ніжньогорська. І я хочу сказати, що люди там не знають про те, що відбувається, або не хочуть знати. Тому що там дві реальності існують, коли є ті, хто дуже раді, тому що в них є пенсія чи якісь здобутки в рублях. А є ті, хто страждають, загалом це кримські татари або проукраїнські налаштовані люди.
І тому у ці дві реальності вони ніколи не перехрещуються. Ну, навіть вулицями, коли ходиш або проїжджаєш повз якісь кримські містечка невеличкі, там навіть люди не ходять по вулицях зараз. І та людина, яка везла мене Кримом, навіть проїжджаючи там Армянськ чи Джанко, я зараз вже не пам'ятаю, навіть в нього такий подив вирвався. Ну це ж ідеально. Жодної людини на вулиці, боже, яке дивне затишне місто. Але Крим ніколи не був затишним, тому що там вирує життя. І те, що ми зараз бачимо, це вивернута реальність того Криму, який ми знаємо, любимо. І це великий біль все це. Для мене, власне, теж. Добре, ну принаймні, от такі, на вашу думку, ось одиночні пікети, от які відбуваються після кожних затримань, це є ефективним? Ну, принаймні так, є можливість показувати свою позицію? Це все, що вони можуть зробити, тому що якщо вони навіть стануть вдвох або втрьох, ви ж знаєте, це вже буде несанкціонований мітинг, в них відібрали будь-яку можливість виявляти своє відчуття або обурення. Навіть правові дії там ніякі не діють. І ви знаєте, я взагалі вважаю великими героями адвокатів, які сьогодні на боці кримських татар, які от таким тортурам сьогодні відчувають на себе все це. Дякуємо, пані Тетяно, дякуємо за ваш коментар, що ви приєдналися до нас в ефірі. Дякуємо, на все добре. Антоне, ну от, власне, почули ще одну думку. Звісно, що це говориться постійно, але я навіть побачила, що ти погоджувався, коли пані Тетяна це говорила, що є люди, які просто або роблять вигляд, що цього немає, або дійсно не розуміють, що відбувається. Як ти думаєш, чому є такий дисонанс? Чому є люди, які переживають, а є байдужі? Ну, Татьяна правильно сказала о двух реальностях, которые существуют, ну и в Крыму тоже, на самом деле, не только на территории России, но и в Крыму. Это созданная реальность телевизором, это созданная реальность вот этой психологическим барьером, когда люди не хотят видеть и не хотят замечать негативных последствий своих же собственных поступков, но и есть вторая реальность, вот, состоящая из судов, репрессий, 100 детей без родителей, да, огромного количества уже крымских татар арестованных и преследуемых и в судебном порядке, в административном порядке. И эти две реальности очень редко когда пересекаются. Более того, если они пересекаются, они начинают между собой конкурировать. Самый, наверное, яркий пример был, это когда 10 человек крымских татар, которые пришли на обыск Марлену Мустафаеву и снимали просто на телефоны, стримили действия российских силовиков, были задержаны, осуждены по административной статье 20.2 как несанкционированный митинг, как будто они пришли на митинг, и каждому дали, по-моему, по 13 суток административного ареста. Вот в это время Заур Смирнов, руководитель Госкомнадзора, озвучивает, ну, по всей видимости, версию, которую ему спустила ФСБ, о том, что ФСБ провела операцию, задержала ячейку террористической организации, у них там найдена там запрещенная литература, еще что-то, еще что-то. Ну, то есть не имеющее отношения к реальности, не просто совсем. Там даже число было перепутано, там было сказано 20 человек, задержали 10. И мы стояли в суде, это была уже почти полночь, когда закончились эти процессы. И я просто подошел к охранникам, к самим людям в масках, которые арестовывали и задерживали этих 10 человек. Я говорю, вот смотрите, вы задержали, оказывается, террористов. Вот так про вас пишут, и ваши же коллеги, да, озвучивают. Стоят, улыбаются, ничего не отвечают. То есть понятно, что это две реальности, не пересекающиеся друг с другом. Другое дело, что чем больше репрессий, тем больше людей вовлекается в этот оборот. Это не обязательно, что их касается напрямую, но на приговор к Ильме Умерову пришли сотни людей, которых явно не коснулись эти репрессии, но они же видят, что происходит. И чем больше их происходит, тем больше людей готовы реагировать хотя бы своим присутствием там, на суде, хотя бы своим какой-то выражением поддержки. И вот это в крымских татарах, конечно, очень радует. Те же самые активисты в Москве, которые выходят каждое 18 число,
прямо говорят, что несмотря на то, что в России очень уже длинные традиции протестных отношений с властью, там, начиная с 2011 года, с 2012 год протесты, тем не менее, как раз российским регионам нужно учиться у крымских татар вырабатывать вот эту реакцию на репрессии. И да, эти одиночные пикеты, которые не меняют позицию в корне, тем не менее они эффективны, потому что они и вовлекают людей в это, они рассказывают о том, что происходит на самом деле. Люди едут, минимум там кто-то из них остановится и спросит, почему вы стоите с плакатом, кто такой Чайгоз, кто такой Умеров. И такое тоже есть. Ну и плюс Смирнова на должности теперь уже нет. И, видимо, не смог он убедить не смог донести эту вторую реальность, которую он постоянно формировал, более убедительно сделать, чем реальность настоящая. Антоне, насправді найцікавіший момент, навіть не те, щоб найцікавіший, а все далі і більше постає питання, все ж таки, як боротися і як зробити 100 дітей. Якщо так задуматися, 100 дітей неповнолітніх зараз вони під дуже великим ризиком, правильно? І тиском, і ризиком. З цим потрібно щось робити. Звісно, виходять там акції протесту, пікетчики і так далі, але ми всі розуміємо прекрасно, що це буде продовжуватися. Тобто їх кількість тільки зростатиме. І що треба робити? Якісь конкретні дієві методи, способи, вони взагалі є? Як ти думаєш? Имея опыт описания и протестов в российских регионах, я работал и на Кавказе, и в Чечне работал, когда там шел процесс Карпюка и Клыха, я могу сказать, что российская система государственная, во всяком случае, которая сейчас сложилась уже к настоящему времени, это такой монстр, с которым бороться даже целому народу остается там либо это силовой путь, как это было на Кавказе, который, на мой взгляд, неприемлем по количеству жертв среди мирного населения и последствий для тех людей, которые могли бы этим заниматься, либо это такой мирный протест, который в любом случае связанный с множеством арестов и с множеством преследований, постоянных давлений на семьи, на тех же самых детей. И здесь ничего сделать не удастся. Складывать руки тоже невозможно. Я понимаю, что это будет очень-очень долгий, затяжной процесс. Нариман Джилял, который выступал однажды на одной из площадок, международных площадок, он правильно говорил о том, что мы говорим о нарушениях прав человека в Крыму. Мы говорим о том, что дети появляются со сломанными судьбами, без отцов. Мы говорим о том, что их отцы неправосудно лишаются свободы, но мы забываем и не говорим об основной причине, которая привела к этому нарушению прав человека на полуострове, о самом захвате этого полуострова. Когда исправятся ключевые ключевые проблемы, тогда и перестанут быть актуальными проблемы, которые возникли из-за этого. Добре, розкажи, будь ласка, тоді, це цікаво знати, як саме ти працював з дітьми, тобто ти робив ці світлини, як довго ти збирав ці фотографії, робив знімки, ти приходив до них в родини, я так розумію, так? В побуті намагався їх підзняти, чи як це все відбувалося? Я в Крым попал и поехал работать после того, как закончились судебные процессы над украинскими политзаключенными в России. Сразу после дела Карпюка и Клыха в Чечне, когда закончились судебные процессы над украинцами, стало понятно, что основной фокус и основное давление сейчас будет в Крыму, и оно уже началось с начала 2015, наверное, года. Поехал туда и работал уже фактически 2 года будет, как я там работаю. И с самого начала я ставил для себя цель персонифицировать этих людей, потому что было не очень понятно. Там 1,5 десятка крымских татар, арестованных по делу Хизбут-Тахрир. Кто они, что они, никто об этом не знал и, в общем-то, знать не хотел, потому что это была цифра, и все. За ней не стояли люди, это была цифра арестованных. Там какое-то количество фигурантов по делу 26 февраля, и все. Тоже цифра, за которой не стоит никакие судьбы.
И мне хотелось сделать так, чтобы эти люди были узнаваемы, чтобы когда мы говорили там об Бахчисарайской четверке, все вспоминали этот зубной врач, а этот повар, который устраивал праздники, там мусульманские праздники детям. Когда мы говорим там о там, последних задержанных, этот фотограф, этот там еще какой-то. То есть это должны были быть люди, у которых есть семьи и судьбы, теперь уже поломанной России. И вот такую цель я сам для себя ставил. Поэтому я поехал по семьям, начал их снимать, начал с ними общаться, разговаривать. Это, конечно, такая очень своеобразная журналистика, потому что, ну, что нового можно было узнать. А с другой стороны, это было, наверное, для них фактически полезнее, чем для читателей и зрителей. Я вспоминаю, как я работал в Крымске. Это городок, который затопило однажды летом. Там более сотни жертв, которые погибли в одну ночь. И я ходил по улицам, мы помогали тоже, как волонтеры, разбирать завалы, доставать эти трупы. И люди просто хотели рассказывать истории, видели фотоаппараты, говорили: запиши, вот я готов рассказать, что было в ту ночь. Я говорил: да я не журналист, но ты все равно запиши. То есть им нужно была хоть какая-то помощь, выговориться нужно было. Тобто и такое це також ощущение... своєрідна психологічна така підтримка. Да, и такое ощущение, что вот крымским татарам и активистам, которые подверглись уже к тому времени преследованию в Крыму, тоже нужно было рассказать об этом, вот, вызвать какую-то реакцию у людей, чтобы не замолчать, чтобы о них не забывали. И вот на протяжении всего времени я снимал детей, снимал эти семьи, и постепенно все это складывалось в какую-то очень большую историю с огромным количеством фигурантов, не только арестованных самих, которых я снимал в суде, но и их детей, которых я снимал дома, на улицах, на дуа, на каких-то праздниках, которые мы организовывали, активисты. Общался с ними, со многими подружился, и это, конечно, уже не только журналистская история, это вот и гораздо более личная история. Угу. Ну, ми постійно говоримо про шляхи вирішення таких проблем. І, звісно, я маю на увазі в глобальному, як повернути Крим додому. На твою думку, дії влади і, власне, що потрібно робити, аби дійсно був якийсь результат? Тому що, добре, ми постійно говоримо про справи Хізбут Тахрір, про дітей ми говоримо, але, власне, нічого не змінюється. Що потрібно робити, як ти вважаєш? Ну, я журналист, я описываю ситуацию и не могу, и, в общем-то, не должен давать каких-то рекомендаций, прогнозов. Я могу только сказать о том, с чем я сталкиваюсь буквально каждый день, когда работаю в Крыму. Это проблемы разрыва, который постоянно увеличивается между Крымом и материковой частью Украины, между людьми, которые живут здесь в относительном спокойствии, в относительном достатке, и людей, которые живут там. У них постоянно прерываются связи и психологические, и личные, и экономические связи. И гораздо труднее, гораздо легче им смотреть российское телевидение, российские СМИ смотреть и читать, чем украинские. Гораздо проще зарегистрировать детей, получить им российские документы, нежели с очень большими проблемами получать документы украинские, ехать в Херсон, там, сталкиваться с кучей проблем. И вот это, конечно, очень сильно отдаляет Крым. И я не знаю, как повернуться события истории, как он будет возвращаться, и какие действия к этому приведут, или что должны делать все фигуранты, заинтересованные в этом процессе. Но я знаю, что для того, чтобы вернуть не территорию, а вернуть вот людей, им нужно помогать, их нужно удерживать, и с ними связь нельзя терять, и нельзя ее обрезать, нельзя делать их людьми там, второго, третьего сорта, которые сталкиваются с проблемами при оформлении бизнеса, квартир, детей, там, просто получения документов. Этого всего не должно быть, иначе рано или поздно это приведет к тому, что они просто окажутся отрезанными не в политическом смысле, а вот в еще более глубинном смысле, который уже вернуть обратно будет гораздо тяжелее. Скажи, будь ласка, сьогодні відкриття, в принципі, такий достатньо відповідальний день. Чого ти чекаєш від цієї виставки? Як довго вона буде тривати?
Я, в общем-то, жду, как и от любого материала, который я пишу или снимаю, я жду какого-то максимального просто отклика от людей, от СМИ, от тех, кто вообще следит за ситуацией в Крыму и готов узнавать об этом все больше и больше. Еще раз повторюсь, это не имеет отношения к журналистике, но тем не менее это ее продолжение. Если мы хотим доносить информацию не только до того круга, который читает наши СМИ, а общество сейчас разделено настолько, что зрители там, я не знаю, телеканала «Звезда» не будут открывать сайт там, «Радио Свобода» и читать материалы там. И наоборот тоже не будут. А вот хотелось бы, чтобы это все-таки было донесение информации до еще более широкого круга читателей, чем те, которые и так уже знают и читают. И, в общем-то, такие выставки, такие какие-то акции, которые проводятся чаще всего вместе с дипломатами или правозащитниками, они как раз призваны к тому, чтобы продолжить эту журналистику, продолжить донесение информации до еще большего количества людей. Ну и, в общем-то, больше я не жду, что еще может измениться. Люди посмотрят, надеюсь, прочувствуют ситуацию, которая сложилась в Крыму, и как живут эти дети. Возможно, будут им сочувствовать, возможно, захотят, и у них появится желание им помочь. Посмотрим, какая реакция вот на практике будет от таких Представлено 16 знімків, правильно я розумію? А це, ну, скільки родин, власне, ти відвідав, скільки ти знімав? Я розумію, що їх більше, ніж 16. Ну, всього. фактически все. Вот все семьи, которые так или иначе подверглись репрессиям, и в том числе семьи, которые остались без родителей, у которых они погибли в 2014-2015 году, те, кто, некоторые семьи, которых были похищены, их соотечественники, везде я побывал, везде я снимал. Все семьи, естественно, которые идут как фигуранты дела Хизбут Тахрир, арестованные и сейчас уже, слава богу, находящиеся под домашним арестом фигуранты дела 26 февраля. Ну, то есть все семьи, которые подвергаются арестам, кроме последних, которые случились уже после того, как я уехал. Добре, а ти, я розумію, що це таке запитання досить, ну, ти, є якась історія, яка, можливо, найбільше тебе вразила? Я розумію, що тема, і всі ці родини, це важко, і ти навіть говориш, що вони цього потребували більше. Але все ж таки, якийсь найцікавіший момент, можливо, смішний або ще щось таке. Ну, есть просто, на самом деле они все, конечно, я уж не говорю про детей, я даже про вот семьи, с которыми общаешься, они, конечно, все совершенно родные, и они все одинаково близки, просто есть те, с кем дружишь больше, есть вот дети Эмир Хусейн Куку, которые, ну, просто великолепнейшие дети, я их очень люблю. Есть семья Ильми Умерова, которые, ну, не знаю, есть ли сейчас люди ближе еще для меня там, чем эти друзья и так далее. Ну, то есть это есть дети Ришата Аметова, в семье которого я снимал только один раз, но которые запомнились вот очень сильно. Это очень сильные впечатления от самих. От чому так? Ну, потому что у всех остальных есть какая-то надежда на то, что они увидят своих отцов, и на то, что они вернутся к ним. А вот здесь уже никакой надежды нет. И они с этим живут и растут. И это, конечно, ну, гораздо тяжелее, гораздо жестче. И судьба у них жестче получается. И то, что ты видишь, и там, как они смотрят на тебя, это, конечно, совсем уже другие дети. Даже нежели те, которые остались в семьях политзаключенных, но живых, здоровых, там относительно, да, вот это совсем другие уже семьи, к сожалению, и гораздо более такие глубокие впечатления оставляют. Ну, надеюсь, что вот как раз в фотографиях я попытался и это тоже отразить.
Антоне, ми дуже дякуємо тобі за розмову, за те, що ти прийшов. Ми дякуємо за твою працю. Я думаю, що це буде цікаво відвідати цю виставку. І дійсно твоє прагнення передати ту атмосферу і показати більше. Ти дуже правильно сказав, зв'язати оці числа, що ми бачимо постійно у стрічках новин, інформаційних агентствах, зв'язати з реальною історією і показати насправді, наскільки ми потребуємо, аби Крим повернувся у нормальні умови. І цей весь жах припинився, тому що страждають найнезахищеніші – це діти. Ми закінчуємо ефір. Я бажаю вам вдалих вихідних. Я бажаю вам гарного настрою. Ми будемо продовжувати слідкувати за всіма цими випадками і інформувати вас. Як казала моя колега Гульсум Халілова, «Да, Крим тут, аби знати більше, дивіться телеканал АТR». На все добре.